17 декабря отмечается День ракетных войск стратегического назначения. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Анатолий Балтинский, председатель Комитета ветеранов ракетных войск стратегического назначения Республики Башкортостан. Анатолий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня информационный повод для нашей встречи с вами. Это именно День РВСН. Я на этот раз скажу сокращенно. И поэтому насколько... Но это не просто именно День РВСН, это еще и день создания ракетных войск именно стратегического назначения. Да, совершенно верно, но прежде чем мы поговорим о этом дне РВСН, Роза, я хотел бы поздравить вас и моего очень хорошего товарища Юнира Ахмедзяновича Азнабаева и весь коллектив в вашем лице с таким же юбилеем. Вот так получилось, что самые такие ключевые решения по строительству вооруженных сил, я имею в виду создание ракетных войск стратегического назначения, и в Башкирии создание башкирского телевидения, произошло в один год. Я поздравляю вас с этим событием. Спасибо огромное. Ну и вернемся к ракетным войскам. Да, конечно. Действительно, в 1959 году, 17 декабря, был создан тогда еще вид вооруженных сил Советского Союза, ракетные войска стратегического назначения. Безусловно, они были созданы не просто так. Этого требовала военно-политическая обстановка. Это требовала необходимость управления до 1959 года. По сути дела, инженерами бригадами управляли один командир в Ставке Верховного резервного главнокомандования, другой командир в дальней авиации. Поэтому возникла вот такая необходимость централизации, более устойчивого управления, и было принято решение о создании вот такого вида РВСН с единым командиром, главкомом РВСН. Расскажите, какое отношение ракетные войска стратегического назначения имеют именно к Республике Башкортостан? Я понимаю, что самое непосредственное, но именно есть ли у нас ракетчики в Башкортостане? Да, конечно. Наша республика, так же, как и другие, все субъекты Российской Федерации принимали и принимают самое активное участие в комплектовании, прежде всего, стратегических ракетчиков. Но у нас можно назвать плеяду большого количества генералов, которые выходцы из нашей республики. Буквально час назад мне звонил, я разговаривал с генералом Чекуновым, это был замглавкома ракетных войск по тылу, это уроженец из города Белорецка. Я сам позвонил генералу Тянту Федору Виталию Владимировичу, это почетный гражданин города Туймазов. Можно перечислить генерал-майора легендарного Хомякова Артемия Ларионовича. Это уникальный человек, который служил на одном полигоне, на втором полигоне. У нас в авиационном университете очень много сделал для науки, воспитания молодежи. Генерал-полковник Захаров, генерал-полковник Пичугин. И наши мальчишки, призывники, они же каждый год несколько сотен человек укомплектовывают ракетные войска стратегического назначения. И не надо забывать, что долгие годы в поселке Алкино-2 находился 487-й центральный авторемонтный завод. Кстати, командир, крайний полковник Портнов Владимир Иванович, сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции. И на этом заводе проходил ремонт шасси, двигателей, сложных узлов и механизмов тех тягачей, на плечах которых, собственно говоря, и находились, и находятся подвижные ракетные комплексы, грунтовые пусковые установки с контейнерами, в которых находятся ракеты. Расскажите, вы говорите о том, что сотни призывников пополняют именно ракетные войска стратегического назначения. Какими они должны быть, какие требования? Знаете, требования, собственно говоря, достаточно такие понятные. Это люди должны быть преданы своей стране, это люди не должны бояться армии, это люди, которые должны воспитывать в себе смелость и мужество, и, безусловно, они должны быть здоровы. Они должны быть здоровы и понимать те задачи, которые сегодня стоят перед Россией. Мы их ждем в вооруженных силах Российской Федерации и, конечно, в ракетных войсках. Чем они занимаются? Они занимаются множеством задач. Ведь кроме офицеров боевых расчетов, которые сидят на командных пунктах и выполняют задачи, связанные с гарантированным выполнением боевой задачи, есть задачи по охране и обороне пусковых установок, командных пунктов.
дежурная смена связи, дежурная смена обеспечения. Много работ, которые требуют ответственного, сложного, такого мужского труда. И они там нужны, мы их ждем. Расскажите, что делается у нас сегодня именно для ветеранов РВСН? Создан комитет ветеранов. Сколько ему лет? Да, вот вопрос очень хороший. Как раз в этом году исполняется 10 лет со дня создания комитета ветеранов ракетных войск стратегического назначения. В ходе подготовки к 55-летию ракетных войск наши ветераны-ракетчики собрались, инициировали. Мы создали такую общественную организацию, и я так вспоминаю, мы в свое время поставили, собственно говоря, 3 перед собой задачи. Эта задача связана с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Эта задача связана с тем, чтобы помогать друг другу в каких-то сложных жизненных ситуациях. И таких ситуаций было немало. И у нас вот есть, вот с чем я могу похвастать, наверное, такая взаимная поддержка. То ли это здоровье, то ли медицинское учреждение, то ли там кто-то ДТП, то ли там какие-то вот социальные гарантии, которые человек не получает. У нас есть люди, которые могут прийти, разъяснить, показать. Люди есть лежачие, которые нужна вот помощь таким ветеранам. Нет детей рядом. Это вторая. И третья задача, которую мы ставили, она связана вот с увековечением памяти героев войны и стратегических ракетчиков. Этим мы тоже серьезно занимаемся. Ежегодно мы организуем и участвуем в тех мероприятиях, которые проходят на Сергиевском кладбище. Нас очень серьезно поддерживают другие общественные организации. Ну и, конечно, органы власти. Но сегодня задача ключевая заключается в другом. Сегодня задача заключается в поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Но я скажу, что вот наша общественная организация сейчас взяла, можно сказать, слово «шефство», или, по крайней мере, оказывает гуманитарную помощь 3 воинским организмам. Это сводному полку ракетных войск стратегического назначения, который выполняет задачи на Харьковском направлении. И, по крайней мере, те дроны, которые мы туда отправили, у нас есть видео, они выполняют задачи реально. Позывной такой с интересным, позывной «Внук». Он направил вам на благодарственное такое письмо и написал даже, чем занимается этот дрон и что он уничтожил. Мы, оказываем помощь танковому батальону полка «Башкортостан», оснастив его самыми современными средствами связи. И тоже у нас есть на этот счет отзывы. И мы оказываем помощь вот той воинской части, в которую ушло наибольшее количество из Башкирии мобилизованных. Войсковая часть, мы туда отправили сварочные аппараты, проволоку, и так далее. Кошки, саперные, маскировочные сети. Мы планируем в следующем году, в начале года, очередную поездку. У нас уже есть заказы, поэтому достаточно активно ветераны РВСН, наш комитет, по крайней мере, пытается тоже поддерживать и помогать наших участников СВО. «Дети Донбасса», вы, наверное, помните, была такая акция. Мы одни из первых ветераны откликнулись на эту акцию. Тоже оказали достаточно такую существенную поддержку в проведении этой акции. Анатолий Евгеньевич, у каждого рода войск есть какой-то свой кодекс чести, что ли, какие-то свои правила. Конечно, у всех военных они в основном похожи, но тем не менее, может быть, у, как вы сказали, стратегических ракетчиков тоже есть какие-то свои правила. Вы уже рассказали о них, конечно, частично. Но, может быть, есть что-то, какое-то негласное правило? Я бы хотел, прежде чем ответить на ваш вопрос, сказать, что ракетные войска стратегического назначения были и остаются ключевым компонентом стратегических ядерных сил. Почему? Потому что большее количество носителей ракет, большее количество ядерных блоков, потому что с точки зрения возможностей, неуязвимости нашего ракетного оружия, это ключевой род и вид войск. И они в постоянной боевой готовности находятся. Для того, чтобы войска находились и оружие в постоянной боевой готовности, есть такой процесс, который называется боевое дежурство, что называется 7/24. Поэтому, наверное, все-таки самое первое правило, оно связано с тем, что нужно любить и понимать, ради чего ты несешь боевое дежурство. Нужно понимать о том, что ты в любых условиях обстановки можешь и должен выполнить эту задачу, которая поступит с верхних звеньев управления.
это вот обстановка, когда я, командир дежурных сил ракетного полка, первый номер, и второй номер, только нашими совместными действиями могут быть выполнены боевые задачи. Если вдруг первый номер, вот я заступал КДС, или второй номер, где-то сделает какую-то малейшую даже ошибку, вот просто малейшую, немножечко не так повернет ключ, чуть-чуть на полсекунды задержится, задача не будет выполнена. Поэтому мы должны друг друга понимать не только с полуслова, с полувзгляда. И иногда бывает такого, что подежурили первый и второй номер на командном пункте ракетного полка, и не складывается. Но, правда, до этого еще есть учебный корпус. И все это не складывается, как правило, отсекается уже там. Но бывали разные ситуации. Бывали, что боевой расчет укомплектовывали второго номера другим командирам дежурных сил, а первому номеру давали другого второго номера. Поэтому дружба, сплоченность, взаимопонимание и ответственность. Вот, наверное, главные, возможно, черты стратегического ракетчика, которые нужны и сегодня. Анатолий Евгеньевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Мы вас поздравляем, можно же сказать, с профессиональным праздником. Да, конечно. Из 39 лет 20 лет отдано военной службе в составе ракетных войск стратегического назначения в Читинской и Винницкой ракетных армий. Поэтому для меня и для наших ветеранов ракетных войск стратегического назначения, с кем мы собираемся, это наш профессиональный праздник. Спасибо огромное, что, несмотря на то, что такие насыщенные сейчас и в организационном плане дни, и тем, что помощи, спецоперации тоже вы организуете, вы нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Я бы хотел еще добавить, Роза, если это возможно, что вот 59-й год, я начал об этом говорить, ведь не случайно именно в 59-м году были созданы ракетные войска стратегического назначения. Это было связано с обострением военно-политической обстановки и с теми планами, которые вынашивал блок НАТО и, прежде всего, Соединенные Штаты Америки по применению атомного оружия по городам Советского Союза. 196 городов они были в плане для уничтожения атомными бомбами в 1957 году. И только создание межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, возможно, вот невозможно, а так оно и было, оно увело эту угрозу для нашей страны. Поэтому вот роль ракетных войск стратегического назначения, она была всегда очень важной. Очень важной. А сейчас с получением новых технологий, новых ракетных комплексов, таких как Ярс, таких как Авангард, таких как Сармат, и вот ракета средней дальности Орешник, которая пришла на смену ракетному комплексу «Пионер», они, безусловно, делают сегодня ракетные войска еще более мощными, еще более надежными. Ведь сегодня, по сути дела, весь мир смотрит на нас. Кто-то с надеждой на Россию, кто-то с завистью, а кто-то с неприкрытой угрозой и ненавистью. Вот я хочу сказать, что те, кто надеются, мы ваши надежды оправдаем. Те, кто завидуют, и пусть завидуют. А вот те нацисты, которые нас ненавидят, мы их уничтожим. Мне нечего добавить. Это была программа «Интервью», и в гостях в студии был Анатолий Балтинский, председатель Комитета ветеранов ракетных войск стратегического назначения Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами.